Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Перенесенная встреча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги между футбольными клубами Сочи и Оренбург состоится уже сегодня. Игра должна была пройти 1 декабря, но была перенесена на резервную дату по причине карантина внутри клуба Сочи. Оренбург и Сочи в прошлом туре одержали домашние победы со счетом 2-0 над Тульским Арсеналом и Екатеринбургским Уралом. В турнирной таблице Оренбург занимает 11 место, имея в активе 23 очка. Сочи замыкает турнирную таблицу с 18 очками. Встреча первого круга в Оренбурге завершилась со счетом 1-1. А тем временем в 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» в гостях одержала победу над испанской «Валенсией» в ответном матче и вышла в четвертьфинал турнира. Результат встречи – счет 4-3. В составе победителей все 4 гола забили Йосип Иличич, благодаря чему он стал третьим игроком в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, который забил в одном матче 4 гола. У проигравших отличились Кевин Гамейро и Ферран Торрес. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черешев вышел на поле на 74-й минуте встречи. Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 7-8 апреля, ответные на 14-15 числа того же месяца. Пары 1/4 финала определятся в результате жеребьевки. Московская «Динамо» дома обыграла столичный «Спартак» в 5-м матче первого раунда серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. Заброшенными шайбами у хозяев отметились Вадим Шипачев, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. Две последние шайбы были заброшены в пустые ворота. В составе гостей отличился Патрик Херсли, нападающий «Спартака». Каспарс Даугавинш провел 400-й матч в КХЛ и сделал голевую передачу. Всего в лиге он набрал 244 балла, 101 гол и 143 результативные передачи. В ходе игры капитан белоголубых отличной передачи нашел Дмитрий Яшкин, что позволило «Динамо» открыть счет. В следующей атаке «Спартак» мог отыграться, но бросок Александра Хохлачева после хорошей комбинации пришелся в перекладину. На второй период команды ушли с минимальным преимуществом хозяев льда. А в начале третьего отрезка красно-белые пробили Еременко. Однако арбитры после просмотра повтора отменили взятие ворот, усмотрев помеху действиям голкипера «Динамо» со стороны спартаковского нападающего. Следующий матч запланирован на льду «Спартака» 12 марта. Гул и рев моторов, крутые заносы и заснеженная трасса. В Мирном состоялись соревнования по дрифту на льду. Пройти мимо зрелищных гонок, посвященных Международному женскому дню, не смогла и наш корреспондент Марфирина Алексеева. Подробности в следующем сюжете. Около 20 участников Смирного и города Ленска соревновались в 3 дисциплинах – гонки автоледи, тайм-атак и дрифт. Ледяная трасса длиной около 1 километра расположилась на озере в районе Северо-Восточной котельной. Погода выдалась холодная, но на боевой настрой это никак не повлияло. Это у нас 3-е соревнования ежегодные, приуроченные к 8 марта. Так у нас почему-то исторически сложилось уже, можно сказать. Хотелось внести что-то новое для наших жителей, для жительниц в первую очередь, чтобы разнообразить, уйти от рутины небольшой, требований к пилотам, в принципе, и только наличие действующих водительских прав. Гонку открыли девушки. Задачей было на лучшее время проехать 1 круг трассы. Затем гонка среди мужчин. Соревнование закрыла самая зрелищная и долгожданная дисциплина – дрифт. Здесь баллы начислялись не только за скорость, в основном за маневренность и умение красивого заноса на льду. Гонщики приехали на авто разных классов – от отечественных до джипов. Но все же преобладала численность марки «Жигули». В основном в ледовом дрифте преобладают отечественные марки «Жигули» в основном, потому что это достаточно бюджетный вариант, но и очень конкурентоспособный. То есть иномаркам тяжело пока что им угнаться на льду за нашими «Жигулями». Поучаствовать, проявить себя в этих отличных соревнованиях. Я участвую уже 2-й год. Именно автомобиль у меня всегда «Жигули» для участия. Мне нравится. Все такие прям, я не знаю, невероятные. Мне понравились организаторы и все, как красиво тут. Организаторами соревнований выступает автомотоклуб «Баянай». Ежегодно между гонщиками ведется негласная борьба между мирнинскими и ленскими водителями. В этом году победу одержали мирнинцы. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.